Для тых, хто ў Ютубе, я скажу, што ў Ютуб я ролікі гэта не выкладваў, але на Фейсбуку багата там набегла змагароў і больш за ўсіх літоўцаў, нацыяналістаў, якія мне мараль капаюць на тое, што я прыехаў у Літву і павінен вучыць літоўскую мову, што я павінен паважаць тым самым Літву. Ну, я там адбіваюсь у каментарах. Дык вось усё гэта мараль. Это просто вот мараль, лирика. А что у нас по закону литовскому? Все лица равны перед законом, судом и другими государственными институтами или должностными лицами. Вот должностные лица, пожалуйста, тут у меня. Статья 29, часть 2. Права человека не могут ограничиваться и ему не могут предоставляться привилегии на основании его пола, расы, национальности, внимание, языка, слово языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов. Вот я свои убеждения демонстрирую в Фейсбуке, и литовские вот, острокопытные, я не знаю, националисты или кто они там, жертвы режима советского в прошлом, вот они меня скуют, ты вот не уважаешь нас, почему-то они говорят. Ксенофобия в международном праве, используемом Литвой, определяется как навязчивый страх, неприязнь или ненависть к чужакам, иностранцам или представителям других культур. В литовских законах термин чаще всего охватывается более широким понятием разжигание розни, национальной, расовой или этнической ненависти. Есть такое. Русских не любят, ну, россиян не любят, да, даже хороших русских, ну, понятно, плохих россиянов никто не любит, а вот хороших россиянов не любят и всячески. У меня есть россиянин, 8 годов тут живет, выучил калбу, так ему сказали литовцы, ты что, шпион, что ты выучил литовскую калбу? Ксенофобия это, ну, может, это был жарт какой-то. Разжигание ненависти, язык вражды. Публичное распространение информации, которая высмеивает, унижает, выражает ненависть, подстрекает к дискриминации или насилию против группы лиц или отдельного человека из-за его национальности, языка, расы или происхождения. Вот мне, пожалуйста, литовцы там какие-то, и может это боты, может это несоправдные люди, напишут, что я там путинский прихвостень, амаль, что езжай там в свою болото белорусское. А что это такое? Это кто их научил так? Это что, по-человечески так вести себя? Это цивилизованная страна? Это демократия? Уголовный кодекс что кажет? Статья 169. Дискриминация по признаку пола, расы, национальности, языка. Наказывает за действия, направленные на ограничение прав человека или предоставление привилегий по этим признакам, если это нанесло существенный вред. Ну, существенный вред, это еще надо так посчитать, что такое существенный вред. Ну, вот, например, меня лишили работы. Например. Статья 170 наказывает за публичные призывы, насмешки и пропаганду ненависти по национальному или языковому признаку, включая интернет-пространство. Ну вот, например, тех же русских, да, ну как бы сейчас не до законов, конечно, потому что Россия агрессор, но иногда хорошим русским достается вот по этой статье, может быть. Трудовой кодекс, статья 26, целиком посвящена реализации равенства сотрудников. Она обязывает работодателей применять одинаковые критерии при найме, увольнении, оценке труда и начислении зарплаты, независимо от языка, национальности и происхождения работника. Персонал, продавцы, официанты, врачи не обязан говорить с клиентом на русском, английском или любом другом иностранном языке, если они его не знают, понимаете, или регламент требует использования литовского. Если вам отказали в обслуживании на русском просто потому, что сотрудник его не знает, это не нарушение закона. Если сотрудник сферы услуг или госслужащий знает русский язык, но демонстративно отказывается обслуживать клиента, либо если клиенту отпускаются оскорбительные комментарии из-за его акцента, национальности или незнания литовского языка, это запрещено и является дискриминацией, преследованием. Вот, пожалуйста, мой кейс с диспетчеркой. Она ж ведае русскую мову, ведае. І специально мне робить, заминая мою працу. Вопросы в духе: сколько лет вы тут живете и почему до сих пор не выучили литовский, со стороны обслуживающего персонала
например, да, расцениваются как неэтичные и имеющие признаки преследования по языковому признаку. Кто это мне так говорил? А почему ты не выучил? Вот если это в интернете пишут, почему ты не выучил, так это я отвечаю, статья 29 Конституции Литвы. А если мне так где-то на работе скажут, или в кафе, например, или вот Кощунас мне скажет, там, вот это уже дискриминация, ребятушки. Это вот не я придумал, это не мораль, это вот закон, перед которым мы все с вами равны в Литве. И я нагадываю, что мы, мігранты, фінансуем гэту Літву, гэту дзяржаву, і мы патрабуем рэалізацыю сваіх правоў за гэта. Гэта ж наш сацыяльны дагавор, да? Я имею право не вучыць літоўскую мову у Літве? Конечно, имею право не вучыць. Так, да мне будуць прыменены дыскрымінацыйныя рэгламенты розныя, але ж Канстытуцыя вышэй. Ёсць мораль, а ёсць закон. Ці і ў Літве інагда не да законаў, а?